Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Лед крепчает. 2 ледовые переправы районного значения открыли в Якутии. В столице передвигаться по льду пока опасно. Топливо для котельных в Амгинский район начали завозить каменный уголь. О каких объемах идет речь? Теплые встречи с земляками. Алекминский район посетила знаменитая спортсменка Степанида Артахинова. 2 ледовые переправы муниципального значения открыли в регионе. Это Зырян-Казатон в Верхнеколымском районе и Жиганский аэропорт в Жиганском районе. Максимально разрешенная грузоподъемность транспорта до 3 тонн. Отмечается, что открывают ледовые переправы в республике согласно примерному графику. Сроки могут корректировать, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Между тем, в столице ледовая дорога через Лену пока закрыта. Однако люди начали переходить реку пешком. Сейчас нет гарантий, что толщина льда безопасна, поэтому подобные смелые походы по тонкому льду могут закончиться плачевно. Отметим, что на переправе Якутск-Нижний Бестях снизился тариф на перевозку судами на воздушной подушке. Стоимость проезда составляет 1500 рублей. Всего на линии 20 таких судов. Они работают ежедневно с 7 утра до 18 часов по заполняемости. Очистили торосы, нынче заторосила реку, конечно, очень торосов много, густые торосы такие мощные. Но несмотря на это мы, как говорится, пробились, вовремя сделали и вовремя скинули цены. Это с 3000 цена упала у нас, значит, 2 параллельно, мы скидывали поэтапно. 3, 2, 1,5. 2 участка региональной дороги УМНА с общей протяженностью 11 километров отремонтировали в селе Улаханан Хангаласского района. Работы провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт в населенном пункте охватил 4 километра дороги с укладкой 2 слоев асфальтобетона. Дорожники применили экономичную технологию ресайклинга, уложили гофрированные водопропускные трубы и сетчатые конструкции для защиты от эрозии и оползней, говорится в сообщении Управления дорог Якутии. Кроме того, установили уличные светильники на протяжении более 3 километров. Отремонтировали и примыкающий к селу участок дороги с переходным типом покрытия протяженностью 7 километров. Айсен Николаев объявил конкурс на подготовку мастер-плана по развитию Якутска. В августе правительство республики подписало соглашение с Дом РФ. В основу документа войдут потребности населения и бизнеса. Его планируют разработать к маю следующего года и представить на Восточном экономическом форуме. Комплексный мастер-план должен содержать не только описание объектов, которые появятся в городе, но и визуализацию, детализацию, включая источники финансирования, а также социальный эффект. Ознакомиться с мастер-планом может любой житель Якутии. Всероссийский конкурс пройдет в 2 этапа. Айсен Николаев отметил, что несмотря на климатические особенности, Якутск должен стать удобным и комфортным для жизни. И важно, чтобы позитивные изменения почувствовал каждый горожанин. То, что президент нашей страны Владимир Путин на последнем Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре, дал старт программе обновления городов Дальнего Востока и при этом подчеркнул, что в центре внимания должен быть человек и его потребности, комфортные условия для жизни, развития, для реализации свежих идей и инициатив. Как раз это послужило, наверное, служит, точнее, таким, знаете, фундаментом для проведения данного конкурса. У нас сегодня назрела следующая ситуация, которая конъюнктура сама ведет к тому, что нам необходимо определить уже каким образом существующая стратегия развития города Якутска будет наложена на конкретные карты. И здесь отличие, наверное, основное, которое вызывает вопрос, вот есть генеральный план и есть еще мастер-план. В чем их различие? Вот генеральный план нам говорит в основном, что будет делаться, и нормативный документ, который разработан профессионалами для профессионалов. А мастер-план – это документ, который в основу себя отвечает на вопросы что, кто, зачем и как. С точки зрения вовлечения соучастного проектирования сообществ, людей, он, конечно, позволяет сегодня наложить эту стратегию. В Усть-Нере в этом году по программе переселения из аварийного жилья сдают 1 дом. Это первый каменный жилой дом, построенный в поселке за прошедшие полвека.
В доме 3 этажа, он монолитно-каркасный, включает 17 квартир. Подрядчик с возведением справился достаточно быстро. А прошлой осенью подготовили свайное поле, а с весны начали строительно-монтажные работы. Дом оснащен домофоном и другим современным оборудованием. Большие окна, светлые стены и очень тепло, что очень важно в условиях Крайнего Севера. Все основные работы закончены. Есть мелкие замечания, которые в недельный срок подрядчик устранит. Объект у нас планируется ввести в конце текущего месяца. В Нюрбе до 2025 года заасфальтируют улицы сел, расположенных вдоль федеральной автодороги Вилюй. Уложат дорожное полотно в рамках пилотного проекта развития автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов. Общая стоимость проекта 195 миллионов рублей, из них 98 миллионов направят из Республиканского дорожного фонда. В этом году нюрбинский филиал РИК «Автодор» провел пробное асфальтирование центральной улицы Сюлинского наследия. Ну, сейчас мы считаем, сколько нужно будет от районного бюджета, потому что мы тоже подали заявку, чтобы совместно была софинансирована и от Республики, от Дорожного фонда по части капитального строительства, ремонта сельских улиц, потому что федеральные дороги делаем, региональные делаем, муниципальные дороги мы из средств района делаем, а вот сельские улицы, которые должны асфальтироваться, должна совместно из государственного бюджета, не только с муниципальных бюджетов. В Амгинский район начали завозить каменный уголь со станции Нижний Бестях и угольного разреза Харбалах. Годовой план 72 тысячи тонн. В период навигации доставили 14 тысяч тонн угля вместо запланированных 30 тысяч. Теперь уголь завозят наземным транспортом. Отметим, на причал Нижнего Бестяха по реке Лени доставили уголь из поселка Сангар. И в этом году это впервые котельные Амги начнут отапливать этим углем. Помимо этого, с разреза Харбалах до марта следующего года доставят 43 тысячи тонн. На данный момент по перевозке угля по маршруту Амган-Нижний Бестях действует 10 машин через ООО «Сахаспецтранс». Они осуществляют перевозку угля, сангарского угля. А по ветке Харбалах Амга ООО «Тюлен» поставляет каменный уголь. Со стороны Харбалаха 43 тысячи, со стороны Нижнего Бестяха сангарского угольного разреза 17 тысяч. В Татинской ветеринарной лаборатории проверяют на паразитов крупный рогатый скот и лошадей. Именно лошади чаще всего попадают в категорию риска. Аскаридоз – основная причина заболеваний. Для молодых лошадей паразиты представляют серьезную угрозу как источник инфекции. Территория большая, и вот заражение ими зависит от выпаса. То вот где, собственно, где животные выгуливают, там они и заражаются. Поэтому крайне важно стараться следить за местом выпаса своего животноводческого поголовья. Если положительные выявляются анализы, то обычно проводятся методы лечения, опять же, дегерметизация, различные добавки, витамины, противопаразитарные препараты. И также, это уже участок выписывает, получается, по результатам исследований. Далее к теме спорта. Всего 3 дня в Алекминском районе гостила знаменитая спортсменка Степанида Артахинова. Призер Паралимпийских игр в Лондоне и Токио провела время очень насыщенно. Елена Фаст подробнее. Всего на 3 дня вырвалась в родной Алекминский район Степанида Артахинова, двукратный призер Паралимпийских игр. Такие приезды, признается именитая чемпионка, очень важны для нее. Я стараюсь приезжать каждый год и встречаться тоже со своими земляками. Это что-то значит для вас? Конечно, это значит, я здесь получаю энергию. Также я вдохновляюсь для будущей своей работы. Всего 3 дня. В них большая программа, где главный пункт – встреча с ребятами. Каждая встреча проходит по-разному, но одинаково по душевности. Знаменитая спортсменка осталась такой же близкой для людей, как и раньше. Человек очень простой, потому что кажется, что люди, которые на телевизоре, это прям такие неземные, как будто их увидеть вот так вот просто, как будто вот они вот рядом, это так нереально.
и кажется, что ну, они совершенно другие, а тут такой же человек обычный. Это больше понравилось всего. Да. В школе села Энкюрь вопросов звучало много. Каждый интересен. Особенно зацепил гостью один. Вопрос, наверное, о девизе, потому что его практически никто никогда не спрашивает. И ваш девиз? Кто побеждает тот, кто побеждает себя. А какие слова запомнились? Девиз, то, что побеждает тот, кто побеждает себя, на самом деле это очень глубокая мысль. Для многих встреча – стимул двигаться вперед и верить. Добиться можно всего. Надо лишь очень постараться. Что самое интересное для себя вы услышали? То, что даже несмотря на столь поздний возраст, как по мне, 17 лет это уже, да, поздний возраст, и что даже за небольшой период времени можно добиться таких высоких результатов. Чему-то это тебя подвигло? Каким-то мыслям? Что никогда не поздно что-либо начать. И если приложить очень огромное количество усилий, всегда можно всего добиться. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 2 юных спортсмена стали призерами первенства Европы по кикбоксингу среди юношей и юниоров. Первенство прошло в Черногории. Россия представила самую многочисленную команду, в состав которой вошли почти 180 спортсменов. За сборную страны из Якутии выступили 3 спортсмена. В финальных схватках весовой категории до 44 килограммов Надежда Павлова уступила чемпионке России и стала серебряным призером. А Харысхан Колтовской в весовой категории до 51 килограмма взял 3-е место. Оба спортсмена родом из Вилюйского района. Спортсмены из Вилюйского улуса финансирование полностью взяла на себя администрация Вилюйского улуса. Коллектив катарской школы за свои средства они помогли, чтобы ученица данной школы выступила на международном соревновании. Наши ребята впервые выступают на таком международном уровне, и им, конечно, было трудно, но они увидели, как проводятся на международном уровне соревнования и какой уровень подготовки у других спортсменов. Сейчас уровень, на российском даже уровне, очень высокий, потому что на этом первенстве Европы командное первое место заняла сборная Российской Федерации. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.